Это вас беспокоит Лениногорский городской суд? Работать теперь одно удовольствие, говорят в Лениногорском доме правосудия. Кабинеты просторные, залы отвечают современным требованиям. Все для того, чтобы хорошо работали. Мы всегда говорим, что правосудие – это основа благополучия государства. И для того, чтобы правосудие оно свершилось, нужно создать соответствующие условия. Здесь все условия. Лениногорский суд теперь оборудован системами видеоконференц-связи и аудиопротоколированием. Капремонт сделан на средства из республиканского бюджета. Здание безвозмездно предоставили нефтяники. Сейчас здесь спокойно разместятся 6 федеральных и 4 состава мировых судей. Площадь в 1,5 раза больше прежней. Это здание мы ждали уже давно. Мы находились в очень стесненных условиях. В том прежнем здании коридор был шириной 1 метр, что не позволяло даже пройти участникам процесса. А здесь, как видите, все необходимые условия есть. Как вам здесь работается? Новоселье сегодня отпраздновали сотрудники Следственного комитета. Здесь прошел ремонт, появились комнаты для допроса, опознания, делопроизводства. Все, что сегодня делается во благо того, чтобы был порядок, была стабильность и верховенство закона. Обновили в Лениногорский сосудистый центр при ЦРБ. В стационаре 30 коек и самое современное оборудование. В республике сейчас 18 подобных центров. Благодаря им смертность от острых нарушений мозгового кровообращения за последние 10 лет снизилась на треть. Для нас очень важно, чтобы до 70% перенесших и выживших с острым нарушением мозгового кровообращения могли сами себя обслуживать. Вот это отделение, этот блок интенсивной терапии, неврологическое отделение, здесь все есть для того, чтобы начать реабилитацию как можно раньше. Двухъярусная смотровая площадка, причал для лодок и катамаранов. Это уже озеро Нижнее. Его благоустроили в рамках года водоохранных зон. А на полях Рустама Минниханова ждали лениногорские механизаторы. Сегодня здесь начали сеять озимую рожь, а уборка урожая в самом разгаре. Есть хозяйства, где с гектара 62 центнера, в среднем по республике 50. Начали активно, молодцы. Урожай есть, работа идет. Фермеры подтягиваются, молодцы. Так держать, отметил аграрный министр. Для принадлежности, а также... Уборка завершится, начнется новый учебный год. Оригинальные сумки для школьников презентовали президенту в Нурлатской гимназии. Здесь Рустам Минниханов неожиданно стал участником акции «Помоги собраться в школу». Не секрет, что жизненный уровень у разных семей разный, но дети должны все достойно быть подготовлены к школе. И поэтому вот такая акция, она очень востребованная, очень нужная. Президент посетил Нурлатский аграрный техникум. В ресурсном центре готовят автомехаников, кондитеров, механиков. Сейчас здесь более 400 учащихся. В этом году в здании прошел капремонт. Адель Коломиец, Фуат Гайсин, Булат Шефигулин, Рушат Залялов, Инсаф Минниханов. ТНВ, Лениногорск, Нурлатский район.